Камбожап-Цибиков. Избранные труды о Центральном Тибете. Это выступление – отчет Камбожап-Цибикова о своей экспедиции. Часть 3. Главную пищу населения составляет мука от поджаренного ячменя дзампа, которую размешивают либо в чае, либо в ячменном же вине. Из овощей больше всего едят редьку. Самым обычным и любимым блюдом всех классов населения является похлебка дзамтук, изготовляемая путем копчения дзампы с мелко покрошенными кусочками редьки в воде. Самый лучший дзамтук получается тогда, когда приготавливается на бульоне от толченых костей, но кости стоят сравнительно дорого и доступны для ежедневной пищи только зажиточным. Тибетцы любят есть мясо в сыром виде, и при угощениях мясо кладется сырое или недоваренное. Употребляют мясо преимущественно яковое, баранину и свинину. Мясо же крупного рогатого скота считается нехорошим. Ослиного и лошадиного не употребляют вовсе. Бедный класс населения ест и рыбу. Нам не случалось видеть, чтобы сами тибетцы употребляли в пищу птиц, хотя содержат кур ради яиц. Из молочных продуктов в большом употреблении коровье масло, идущее преимущественно на забеливание чая и в топленом виде на светильнике перед кумирами. Кроме того, кислое молоко особого приготовления, по-тибетски шо, по-монгольски тарак, считается очень почетным кушанием, а в поэзии символизирует чистоту. Оба пола всех слоев населения очень любят ячменное вино, которое для простого люда является главным напитком и почитается вследствие дешевизны в 2 или 2,5 копейки на наши деньги за бутылку и малой опьянительности. Затем мужчины очень преданы курению листового табака посредством трубок, а монахи избегают трубок, употребляют не в меньшей степени тот же табак в нюхательном виде. Вследствие сравнительной дороговизны табака и ради ослабления его крепости миряне смешивают его с листьями растения шолу, а монахи с пеплом навоза баранов и козлов. Главными чертами характера центрального тибетца едва ли не должно признать забитость и льстивость, причина коих, без сомнения, кроется в экономических и административно-судебных условиях страны. Наряду с этими качествами, конечно, тибетцу свойственна набожность, которая у него истекает из боязни потерять покровительство и защиту богов или же прогневить их. Поэтому очень часто жертвоприношения, поклонения, кругохождение перед святынями и так далее. В то же время тибетец очень впечатлителен и суеверен, вследствие чего на каждое новое происшествие в его жизни он старается отыскать объяснение у тайноведов, лам и прорицателей. А при болезнях, например, предпочитают принимать зерна ячменя, благословленные ламами и прорицателями, или приглашать читать разные целебные молитвы, чем прибегать к помощи медицины, которая, кстати сказать, в Центральном Тибете в настоящее время не так развита, как в Амдо и Монголии. При всем этом тибетец, по-видимому, склонен к веселью, выражающемуся в песнях и плясках во время народных праздников. В семейной жизни у тибетцев существует, между прочим, полиандрия и полигамия. При этом нам объясняли, что женитьба нескольких братьев на одной или выход нескольких сестер за одного
считается идеалом родственных отношений. Этого объяснения полиандрии мы, по крайней мере, не могли найти. К этому добавим, что даже во временных связях с женщиной братья имеют одну любовницу. Многочисленное безбрачное духовенство освободило массу женщин, что является причиной, во-первых, их полной свободы в поведении и, во-вторых, самостоятельности в хозяйстве. Родить детей от случайного отца нисколько не считается позором для женщины, а служит лишь радостью материнского чувства и надеждой на помощь в трудной борьбе для изыскания средств существования. Там не принято спрашивать имени отца. Затем мы не в состоянии припомнить такого занятия, в котором женщина не принимала бы деятельного участия, часто, совершенно самостоятельно ведя значительные предприятия. Главным занятием оседлого населения служит земледелие, причем засевают преимущественно ячмень, из которого изготавливается дзампа, затем пшеницу для крупчатки, бобы для приварка и выжимания масла, горох, идущий в виде муки, и пищу бедного класса населения в дробленном виде на корм лошадей, лошаков и отчасти ослов. Полевые работы производятся главным образом на дзо, по-монгольски хейнак, помесь яка с коровой, также на яках и ослах. Главными вьючными животными служат выносливые маленькие ослы и отчасти рогатый скот. Жители окраин, более поднятых над уровнем моря, и таких же местностей в центральной части занимаются скотоводством. Разводят яков, овец и в ограниченном количестве лошадей. Под вьюки употребляют яков, а в некоторых местах и овец. Лошадь и мул у тибетца являются предметом некоторой роскоши и потому содержатся только зажиточными людьми. Лошади и лошаки местной породы очень низкорослы и некрасивы, почему богатые люди пользуются только приводными из западного Китая. В конюшнях Далай-ламы и Банченя нам приходилось видеть и кровных лошадей, привезенных из Индии. Торговля состоит в снабжении горожан и монастырского духовенства продуктами земледелия и скотоводства в обмен на предметы местной незначительной промышленности и иностранного привоза. Избытки предметов внутреннего производства, понятно, идут на внешнюю торговлю, о которой будет сказано ниже. Здесь же упомянем, что тибетец имеет очень мало потребностей, ограничивается в жизни самым необходимым, хотя у него наблюдается склонность к предметам роскоши, дорогим украшениям, предметам культа и домашней обстановки. Торговля ведется на серебряные местные монеты, курс коих во время нашего пребывания в Лхасе равнялся нашим 20 копейкам. При этом замечается значительная неравномерность распределения благосостояния и рабское подчинение бедности богатству. Вследствие малого развития промышленности человеческий труд там ценится весьма дешево. Например, на хозяйских харчах наилучший ткач местного сукна за день получает 15 копеек. Чернорабочая женщина или мужчина – 4 или 6 копеек. Наивысшее вознаграждение получают ламы, чтецы молитв, 20 копеек за день, беспрерывного чтения и так далее. Домашняя прислуга почти никогда не получает жалования, они живут за пищу и небольшую помощь в одежде. В городах развито нищенство, в которое неизбежно, между прочим, впадают преступники, лишенные органов зрения, кистей рук, прикованные к вечным кандалам и колодкам. Вообще, разного вида попрошайничество не считается постыдным даже среди зажиточных и занимающих
значительные должности людей, в особенности среди духовенства. Теперь опишем более или менее достопримечательные города и монастыри, посещенные нами в Центральном Тибете. Во главе их, разумеется, должно поставить столицу Тибета Лхаса. В простонародье она зовется только этим именем, а в литературе нередко встречается название Лхадан. Впрочем, оба названия имеют почти тождественное значение «страна богов» и «полный богами». Образование города относят ко времени царя Сронзангамбо, жившего в VII веке. Рассказывают, что этот царь в числе своих жен имел царевин непальскую и китайскую, которые привезли с собой по статуе Будды Шакьямуни, для коих и были построены кумирни в Лхасе, а сам царь поселился на горке Марбори, где ныне стоит дворец Далай-ламы. Город этот расположен на широкой равнине, окаймленной с одной стороны рекой Уйчу, а с другой высокими горами правого ее берега. Имеет он, если не считать Паталы, почти круглую форму с диаметром около 1,5 верст, но многие сады, находящиеся на южном и западном краях города, а также близость Паталы и соседних с ней медицинского Дацана, дворца Дацакхутукты, а также летние резиденции Далай-ламы Норбулингха, дали повод показаниям о его окружности в 37 и менее верст. На самом же деле, та круговая дорога, по которой набожные делают обходы, лингар, пешком или растяжными поклонами, равняется 11 или 12 верстам. Круг этот оканчивается в 2 дня, если в день делается до 3000 поклонов. Сады и древесные насаждения, столь любимые тибетцами и находящиеся на окраинах города, придают последнему очень красивый вид, в особенности весною и летом, когда между зелеными верхушками деревьев блестят золоченые крыши 2 главных храмов и белеют стены многоэтажных домов. Восхищение видом издали сразу исчезает при вступлении в город с его кривыми и до крайности грязными улицами, на которых в дождливое время стоят лужи воды, и грязь вместе с разными нечистотами наполняет воздух зловонием, а местами заставляет вязнуть даже вьючных животных. Равнина, на которой стоит город, подвержена наводнениям как из главной реки Уйчу, так и ручьев, стекающих с гор. В ограждении от них устроены каменные плотины, песчаные валы и проведены отводные канавы как по городу, так и вне его. Через канавы устроены более или менее прочные мосты, наилучшим из коих является мост Ютоксамба. Центром города служит храм, где находится большая статуя Будды. Храм этот, квадратный дом-колодец, около 20 саженей по сторонам, в 3 этажа, с 4 золочеными крышами китайского стиля и с дверью-воротами, обращенными на запад. Все этажи этого храма с глухими наружными стенами разделены на множество темных, освещаемых светильниками комнат, и каждой из коих стоят различные статуи Будд. В средней комнате восточной стены находится главный объект поклонения – вышеупомянутая статуя Будды Шакьямуни под роскошным балдахином-беседкой. Сама статуя из бронзы отличается от общеизвестных изображений индийского мудреца главными и грудными украшениями из кованого золота со вставкой различных драгоценных камней с преобладанием бирюзы, изготовленными и надетыми на статую знаменитым основателем желтошапочного учения Цанхавы.
Лицо этой статуи со времен Цанхавы красится благочестивыми поклонниками золотым порошком, разведенным на жидком клее. Перед ней на длинных скамейках-столиках постоянно горят светильники с коровьим топленым маслом в золотых лампадках, подношениях тех же поклонников. Почти равным с нею почетом пользуются еще две статуи на том же храме 11-ликого Бодхисаттвы Авалокитешвары, перерожденцами коего считаются Далай-ламы и Балхамо, покровительницы женщин. Благодетельной силе ее приписываются сравнительно легкие роды тибетских женщин, вообще лхасских в частности. Обстоятельство это, замеченное и нами, должно без сомнения объясниться вообще закаленностью тибетской женщины, в особенности принадлежащей к простому классу. Перед этой статуей беспрерывно совершаются возлияния ячменного вина под названием золотого напитка сырджим, и щедро разбрасываются зерна. Это неистощимое продовольствие и уютные уголки в углублениях и складках одежды статуи привлекли и размножили здесь множество мышей, которые считаются священными. Трупы, так или иначе погибших из них, считаются полезными при затруднительных родах и, будучи покупаемы за полмонеты, вывозятся за 1000 верст в Монголию и Амдо, хотя живые сестры их породы в других домах лхасы съедаются кошками. Ко двору этого храма сделаны пристройки, образующие еще 2 двора, в которых происходит собрание духовенства окрестных монастырей. Это была 3-я часть доклада Камбожаб Цибикова.